Мы в эфире. Так, секунду. Одну секунду. Надеюсь, меня не видно. Обнови то раз. Где мышка? Да, нормально. Звук на минимальный лад. Все? Видно тебя? Нормально? Видно, да и он учились. Или нет? Уже начал? Да. Видно. Так, Айша Рахибекова, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Здравствуйте, друзья, добрый вечер всем, Сейд Хелшин. Так, Валентина Сирина, привет из Латвии, приятно вас видеть и слышать, мне тоже вас приятно. Так, Мадина Диндиева, я первая. София Ротару, Машальха. Хайой Маш, София. Всем здравствуйте, друзья. Так. Я убрала. И зачем ты это трогаешь? Подожди ты. Так, Халид Бештоев, добрый вечер, Халид. Все, не трогай мышку. Угу. Всё, я же чайник, походу, ничего не умею. Да, нормально слышно. Все, я пошел. Так. Друзья, я сегодня хотела поговорить снова опять о обычаях. Так, Александр, наверное, приветик, здравствуйте. Как ты со своими делами успеваешь? Да вот как-то так. Все вы знаете и умеете. Да нет, я много чего не знаю. Так, камера слишком наклонена, ох, Ибрашка. Наклонена вниз. Не знаю, Мадина говорит. Вниз, вверх, я уже не знаю. Так, София, мы слушаем с удовольствием. Я просто хотела поговорить вообще просто так с вами, побеседовать. И вот насчет нескольких комментариев, насчет обычаев наших. Почему-то считают, что наши обычаи слишком... Наоборот, вверх лучше. Что наклоните здесь, пожалуйста. Еще. Ну что так? Сейчас нормально? Так, Лала, добрый вечер, Лила. Очень приятно вас видеть и слышать. Вас тоже добрый вечер всем, друзья. Так, Халид Пештоев, нам очень интересно вас слушать. Я буду говорить, но вы будете тоже поддерживать меня, или, я не знаю, просто пишут, что у нас очень странные обычаи, что, насчет невест, например. После замужества невестка становится прям прислугой. Вот хочу об этом с вами поговорить. Все ли это считают так? Так, Любовь Масленникова, привет из Воронежа. Добрый вечер, Люба, если можно так вас называть, Любой. И мне просто стало интересно. Вот написано, что снимается, как только проходит свадьба. Так, хозяйка смартфона, здравствуйте, Лена, как приятно вас видеть и слышать, спасибо, вас тоже. Ирочка Владимировна, привет из Волгограда, добрый вечер. Мадина Индиева, приближь камеру, как-то камера как далеко и нечетко. Так, и давай мне наушники, наверное. Линда Муталиева. Наушники снимаем.
Тебя и А, так а ты нормально же купил слышно. наушники. Нормально слышно тебя и так. Где твои наушники? У них без микрофона. А, ну ладно. Так, Мадина, давай теперь говори, как теперь. Так, Люба, привет из Москвы. Да, здравствуйте. Так, София, так как я чеченка, ваши обычаи мне очень нравятся. Ну, мне тоже нравятся наши обычаи, слышно очень хорошо. Хорошо, спасибо. Значит так, друзья, ну вот почему считают... Привет из Ярославля, хозяйка смартфона, добрый вечер. Как только вы снимаете наряд, из ваших девушек, мне так написали, что становятся прислугами, становятся у плиты и начинают прислуживать. Сабрина Магаева, добрый вечер вам тоже. Ну, меня это просто удивляет, если честно. Любая девушка, выйдя замуж, тоже становится и у плиты, и убирает. Лала, а в Чечне а в Чечне такие же обычаи ведь? Да, ну практически такие. Чуть-чуть небольшая разница, и то практически нет. Так, Николай, добрый вечер. Ницца смотрит, рад видеть. Бежал, аж спотыкался, боясь рецепт пропустить. Чего говорить не буду, это наш секрет. Никак я не сделаю этот рецепт. Все-таки сделаю. Спасибо, Николай. Добрый вечер вам тоже. Ну вот мне кажется, почему-то вот именно обычаи мусульман кажутся очень странными, но другим нациям. Не буду называть именно какими, я даже не знаю, кто мне писал. Ну, например, выйдя замуж у вас, у всех, у нас, у всех, женщина же по-любому становится хозяйкой и готовит, и убирает, и стирает, и за детьми смотрит. А почему-то считают, что именно наши женщины становятся прислугами, а уже другие нет. Вот скажите мне, пожалуйста, почему это так? Если кто-то, вот, я не знаю, меня это очень интересует. Неужели у других национальностей выходят замуж и все, остальное все делает муж, женщины ничего у вас не делают, как я понимаю по этим комментариям. Страсбург смотрит. Зиза, да? Здравствуйте. Что-то со мной никто в дискуссию не вступает. Валентина Васильевна, так. Да, по-моему, Лела, не только у вас, но и у нас мы тоже все делаем. Но вот почему тогда ко мне так пишут, что вот именно у нас же женщин становятся все прислугами. Обычаи у нас самые чудесные, и мы благодарны тем людям, которые нам все это показывают своими действиями и не только разговорами. Спасибо вам, тетя Халид Бештоев. Спасибо тебе тоже. Ну, может быть, у нас немножко, конечно, сложновато и сложнее, чем у других, но тем не менее, мне кажется, хорошие обычаи. Добрый вечер. Не поверите, мы ингуши с Австрии. Поверю, почему бы нет. Добрый вечер вам тоже. Спасибо, что зашли. Я надеюсь, вы подписаны. Ирочка Владимировна, мы тоже. Не знаю, просто, наверное, люди хотят задеть этим, что вот именно как-то, лишь бы как-то человека задеть, если только так. Да, конечно, подписаны. По-моему, вы первый наш блогер. Семейный блогер, да, я первая ингушка. Так, Ростов приветствует вас, Лила. Добрый вечер вам тоже, Ростов. Австрии раньше же не было у нас Австрии. Наш круг подписчиков расширяется, я очень рада. Так. Александр Евлашников, да? Моя вы хорошая, не стоит обращать внимание на всякие каверзные комментарии. Нет, я не в том смысле, что вот прямо меня это задевает. Мне просто интересно, почему так. Лала. Сейчас молодые не живут с родителями, поэтому невесткам полегче. Ну, в принципе, да. Но все равно один же у нас живет с родителями, по-любому один должен остаться с родителями. Мы же не оставляем родителей одних. Хозяйка смартфона, как здоровье, как ваше здоровье, как дети? Ничего, нормально, алхамдулилlah, спасибо. Как вы все?
Вот буквально час тому назад закончила чистить своих уточек, зарезала 4 уток, подоила корову, помолилась и быстренько к вам. Ибрагим Индиев. Админ здоровается с вами. Да, обычно остается младше. Но сейчас, знаете, в последнее время стали пересматривать у нас эти законы. Уже как-то остается кого выбирают, наверное, родители. Не обязательно младший. Уже есть много случаев, родители со старшими живут. Наташина семейка, добрый вечер. Добрый вечер, Наташа, спасибо, что зашла. Как у вас дела, Наташа? Мой сын проехал к вам там, где-то в вашей стороне. Так, Акулила, салам, Машал, я Риас, Халшана, Халсалам, Машал. Добрый вечер. Так. Утки. Вот плов из нее, да. Зиза. Надо плов тоже сделать. Они меня уже столько меня объели, я не успеваю их убрать, и уже черти что. А куда конкретно он уехал, Лила, в какой город? Ой, я точно не уточняла, он только вчера доехал. Что-то такое, Миньон есть у вас там, я не знаю, он сказал, мы доехали в Миньон, что ли, или поехали в Миньон, я не знаю куда. Сегодня мы не созванивались, я не могу точно сказать. Но вот в Ханты-Мансийском округе где-то они. Что-то сегодня ни он мне, ни я ему мы не созванивались. Может быть, Мегион, я не знаю. Скорее всего, да, Мегион. Это далеко от вас, Наташа? Мне кажется, в ваш регион строить не стоит куда-то ехать. Нет, Мегион. Скорее всего, был Мегион. А? Сабрина Магаева. Не ем утку, хоть держу их. А в принципе и я не очень-то люблю, если честно. Не очень-то. Так, Мадина Ири. София Савейратор. У меня подружка живет в Австрии. Она очень хороший человек. Она ингушка. Мы с ней в хороших отношениях. Она замужем за чеченца. Уважаю вас, ингушей. Спасибо. Мы вас тоже уважаем. Так, Зиза, вы мама с большой буквы. Да ладно. Спасибо. Хозяйка смартфона. Как живут ваши дочери в браке? Нравятся вам ваши зятья, да? Так, Халид Бештеев. У нас 60% мужики готовят, а 20% женщины готовят. И 29. Да, Халид. Так, живут мои дочери. Ничего, алхамдулилла, нормально. Так, средние, как говорится. Зятья, ну, в принципе, мы же не видимся с зятьями, вы же знаете. Если они устраивают моих дочерей, то меня тоже. Так, Дашина семейки. Мегион от нас 36 километров. В принципе, не так уж далеко. Шахида Будни в Эмиратах. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Спасибо, Шахида, что зашла. Как дела, Лейла? Спасибо, Шахида. Нормально. Как у тебя? Ирочка Владимировна, просто у вас традиции. Да, София. Во время войны мы же в Ингушетии беженцами были. Да. Злата. А вы именно в каком числе были? Ты кого спрашиваешь? А? Не прочитала немножко. Я? Что я не прочитала? Злата Кукушкина говорит, в сентябре были в Ингушетии на экскурсии, поднимались на башню Сокрасия Однокасия. Ой, а когда я пропустила? Не знаю, когда. София, жили в Плиево. Между прочим, когда вы были беженцами, именно с Чечни, моя мама еще жила в Карбулаке. И у нее жила одна чеченка, Раиса ее звали, я, к сожалению, не помню фамилии, и мама не вспомнила, как ее фамилия. Мне бы очень хотелось с ней даже связаться. Такая женщина была золотая, у нее был один сын, и ее родственники тоже с мамой там бывали. И она долго жила, она торговала, между прочим, в Карбулаке на рынке. Так, от Виталика и Ангелины. Спасибо.
Это новенькие. Будем знакомы, значит. Да. 7 минут назад у них вышел ролик. Мгм. Так, Жанна, да? Лейла, здравствуйте, я рада видеть вас и слышать. Спасибо, я тоже рада. Спасибо вам большое, все, кто зашли ко мне. Сейчас тоже многие живут там с Чечни. Да. Ингуши, да. Злата Кукушкина. Ибрагим Менди во второй половине сентября, дату не помню. Когда были? Мы недавно были. А, Только 2 недели, как мы были. Даже 2 недель, по-моему, нет. Злата, между прочим, я первый раз в жизни там была. Сколько? Уже давно, по-моему, открыто. Только в этом году вырвалась туда посмотреть. А на это наступали на стеклянный пол. Я так боялась. Я не то, что высоты боюсь, у меня просто кружится голова. Лайкосики не забываем, лайк. Спасибо, Лали. Спасибо. Ясмина, получается, по-моему, да? Здравствуйте, здравствуйте. Ой, Ирина, спасибо, добрый вечер, дорогая. Всех приветствую, кто в чате. Иркис, Ницца, Франция. Спасибо, Ира, что зашла. Друзья, у Иры, вот у нее называется канал такой Иркис, Ницца, Франция. Зайдите, пожалуйста, очень интересно. Мне нравится смотреть ее обзоры Франции. Ну и все, что она показывает. Так, здесь захочу, когда приеду из Европы домой, завести уток. Это сложно, они сильно шумят. Они и шумят сильно, и едят много. Ой, Лиана, я тебя просто сегодня вспоминала. Почему тебя так долго нету? Ни роликов нет, ни в WhatsApp тебя нет. Здравствуй, дорогая, здравствуй. Так, Ницца, Франция, привет с Нанта. Николай, надо ваших деток немного поругать. Почему так мало внучат? Да, вот именно, Николай. Лиана, Лейла, я сплю. Да пора уже тебе проснуться. В зимнюю спячку чуть-чуть попозже ляжешь. Так, Алекс Марти, ассаламу алейкум. Желаю вам добра, счастья, успеха, здоровья, всего самого наилучшего. Желаю 1 миллион подписчиков. Ой, спасибо большое. Так, Виктория Чувинова. Не знаю, что написала. Ну, здравствуйте, наверное, хотела написать. Здравствуйте. Злата Кукушкина. Наступали на стеклянный пол. Очень страшно было. Вы не поверите, что со мной происходило. Виктория Чувина, да. Так, Ира, приветствую, Над, очень рада. Лиана, у тебя комната светлая такая. Ну да, светло у нас. Люстра большая еще, лампочек 16 штук, по-моему. Очень хорошая подсветка сегодня, картинка и звук шикарный. Ирина, ты не представляешь, я сижу на том же месте, в той же комнате, и ничего нового, но не знаю, почему так. Так, Мика, всем доброго вечера. Добрый вечер. Так, Алекс Марти, люди, ставьте лайки. Серьезно, намного лучше. Не знаю, что тут. Вроде бы ничего нового, Ира. Как стояла раньше, так и стоит. София, Айбрашка. Счастливчик с такой мамой. Ой. Так, Виктор Нестеренко. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Галина Демидова. Добрый вечер. Продолжаю тему невесток. В нашей семье произошла история, когда мы отдыхали в Адыгее, познакомилась с адыгейской семьей. У них был сын 7 лет, а у нас дочка 5 лет.
По-моему, у нас интернет тормозит. Так, Илья Харченко. Как же я люблю ваши видео. Вы замечательная хозяйка, вы умеете создавать уют. Вы просто умница. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо, Илья. Или, может быть, женщина под этим аккаунтом. Виктор Нестеренко. Вы знаете Валика, который алкаш? Виталика. Так, Ирки снится Франция. Лила, как у вас погода? У нас похолодало, уже кофты одели. Так, София Ибраш Туквессон. Люблю, как своего сына, редко его слышно. Сидит рядом. Так, Ирина, нет, у нас жарко, прям очень жарко, как летом практически. И, ну, обещают, что к воскресенью будет уже прохладненько, а так летом очень жарко. Да, я его не знаю, если честно. Виктор Нестеренко спрашивает, знаю ли я Виталика, который рекламирует сегодня мой канал. Нет, я с ним не знакома, но я у него заказала рекламу, если честно. Просто чтобы немного продвинуть свой канал. Так я с ним не знакома. Илья Харченко, да, женщина. Ну, я так и поняла. Так, пожалуйста, уберите руку от рта, я читаю по губам. Хорошо. Виктор Нестеренко, сколько стоит? Ну, давайте вы у него спросите, сколько стоит. Больше 10, в смысле, что 10? Нет, конечно. Далеко и до 10 даже. Такую рекламу заказывать у меня пока нет денег. Меньше, гораздо меньше. Так, Галина Демидова. Со стороны наших знакомых поступило предложение их сосватать. Ага. Но они выставили условия. Дочка до замужества не стрижет косу, а после свадьбы она только собственность семьи мужа. Нас это насторожило. Ну, это действительно странно. Так, Хади Шаухалова, по-моему, да? Добрый вечер, Лейла, как мама? Добрый вечер. Ничего, правда, эти последние 3-4 дня маме не здоровится. Но ничего, алхамдулилlah. Так, Ирина к тебе обращается. Ибрашка, привет, как поживаешь? Молодец, за кадром мамочку поддерживаешь. Так, ассаламу алейкум, Лейла Ханум. Привет из солнечного Туркменистана. Желаю удачи. Спасибо большое. Так, а прочитать имя я не смогу. Ибрашка, прочитай, пожалуйста. А? Тоже не смог? Да, по-разному можно прочитать. Так. Ну, я просто, я тоже боюсь неправильно прочитать английский, я же не умею на английском. Реакции Братишкина. Благо, здравия, радости, удачи. Спасибо вам тоже. Молитву, не знаю. Я не буду, наверное, ее читать. Извините, пожалуйста. Извините. Так, Изира легко и просто. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассалам, Изира. Спасибо. Так, Лейла, спасибо, что так грамотно рассказываешь о наших традициях и обычаях. Красиво готовишь ингушские блюда и не только. Я думаю, что канал ждет огромный успех, чего мы всем желаем вам. Спасибо большое. Я надеюсь, что все-таки мои тоже меня поддержат. Так, быстро, вкусно отходишь. Зашла на минутку. Лейла Сейди Хел, Хадук Яхел, как вы?
Как 40-я ночь прошло? Ничего, алхамдулилlah, все хорошо прошло, все нормально. Приехала вчера в 10 часов вечера. Все нормально. Спасибо, Хадижа, что зашла. Так, Иркисница Франции. Виктор, для чего вы молитву православную пишете на канале у мусульманки? Лейла очень воспитанный человек, и молиться нужно наедине. Так, у вас такие материнские чистые глаза. Привет и пожелания вам здоровья от вас, от нас с сестрой из Брауншвейга. Спасибо. Лего Сити, по-моему, да. Спасибо вам большое. Надежда Надеждина, Лейлочка Ибрашка, привет. Добрый вечер. Людмила Расщепкина, добрый вечер. Лейла, спасибо вам за ваши рецепты. Уже пользуюсь. На здоровье, Людмила, спасибо. Я надеюсь, что вам нравится всем. Действительно, Ирина, меня что-то в принципе не очень-то понравилось, что была написана мне молитва. Но я с уважением отношусь ко всем религиям, просто у каждого свое. Ириша все равно сказала. Все верно сказала, да. Сегодня лепила на ужин наши галушки детям, и мужу понравилось. Вчера делала лепешки на кефире с сыром. Меня зовут Клычева Эджеш из Туркмении. Ага. Молодец. Кто такой Ибрагим? Ибрагим мой младший сын. Лейла, молитва хорошая, она просто неуместна. Ну, я не говорю, что она плохая молитва, просто... Как вам донить? Да. А, дана? Я не знаю, это к админу, я вообще-то даже не знаю, что. Так, Лейла, салам алейкум, я живу в Германии. Мне приятно, что могу видеть своих ингушей. Аллах дал алждолшу. Диарясху. Спасибо большое. Так, прочитать я не смогу. Так, Ибрагим ответил, что на вкладке о канале есть все реквизиты. Я знаю, что все, кто живет за рубежом, скучают о родине. Я даже вот несколько месяцев, когда бывала в Москве, я очень, очень скучала и не могла находиться. Не знаю, как вы живете там. Так, Роза Кузьгова. Добрый вечер, Лейла, и огромного успеха твоему каналу. Спасибо, Роза. Это же Виктор нам писал. Очень скучаем и с упоением смотрю видео с улицами, частным сектором. Очень скучаем и интересно нам. Да. А мне нравятся твои обзоры. Но только я поехала только ненадолго, на недельку, может быть, а потом уже бы не смогла больше. Не могу так долго бывать вне дома. Так, давайте все задонатим Лилии, будет очень приятно. Да ладно, вам спасибо. Виктор Нестеренко, ладно, до свидания. До свидания, Виктор. Смотрите, есть хейтеры. Когда ты ходила по базару, мне даже плакать хотелось, такая ностальгия напала. Баркал за то, что сделал этот канал. Спасибо, Диарясху. Анна, приезжай, будем очень рады. Постараюсь приехать. Лейла, желаю процветания вашему каналу, терпения, удачи и здоровья вам и вашей семье. Спасибо. А, у Виталика хейтеры. Ну, посмотрим. У Виктора явно настроение хорошее. Так, Люба Шубина. Ассаламу алейкум. Да, мы в Германии 4-й год, очень скучаем по дому. Все видео очень интересно смотреть. Спасибо. Так, Лали. А вы другие населенные пункты пишите, покажете? У вас красивые горы. Да вот я давно уже собираюсь в горы поехать. Меня племянник мужа зовет уже несколько раз. Что никак не удается мне поехать. Очень хочется вам показать, конечно. И пока погода стоит, хочется показать. У нас очень хорошая погода пока. Но не знаю, вот посмотрим. Очень хочу показать вам горы. Постараюсь я все-таки на днях поехать, если погода сильно не испортится.
Так, Илона простая от Виталика и Ангелины подписалась. Спасибо. Спасибо за подписку. Если новеньким что-то интересно, спрашивайте, пожалуйста, я отвечу на ваши вопросы. Так, сколько лет? Здравствуйте, сколько лет вашему младшему сынишке? Ему на днях исполнилось 18. Ну, не на днях, а месяц тому назад. Так, ставьте лайки, Александр Елашников. Спасибо. Ясмина, прощай, Виктор. Светлана Арс. Добрый вечер, Лела. До войны я жила в Грозном. Обычаи этих краев мне очень близки. Спасибо вам за эту тему. Раньше гости из дома хозяйки уходили в чистой помытой обуви. Сейчас также я ваш преданный зритель. Да, сейчас также. Ну, в принципе, да, по идее. Когда, особенно, когда в доме молодая невестка, то тем более, если девушка в доме, и обувь чистится, и гостю все, что есть, ставится на стол. Так, Ясет Ингушка, Седик Хел, Халила, всем доброго вечера. Дукяхла, Ясет Хахел, Седик, тебе доброго вечера. Светлана, спасибо за ответ. Особенно хочется увидеть Троицкую. Я там 13 лет жила. Сагалгай, Санна Адам Хуртац. В Троицком я, правда, очень редко бываю, но если очень хочется вам увидеть, я все-таки поеду и покажу вам. Сниму Троицкое тоже. Но я, наверное, лет 10 точно не была в Троицком. Вот вчера только была в Нестеровке, это недалеко от Троицкого. 39-я ночь у нас была в Нестеровке. В Троицком у меня живет племянник, вернее, двоюродный брат мой. Как-нибудь съезжу к нему и покажу вам Троицк. Когда-то я жила в Троицком, еще я вам скажу, сколько лет тому назад. Лет 25, если не больше. Мы снимали там квартиру немного, где-то годик там пожили. Так, Галина Кудрякова, здравствуйте, успела, рада видеть вас. Добрый вечер. Спасибо, что зашли, друзья, на эфир. Хоть у нас и считают, что наши обычаи тяжелые, но все-таки у нас, мне кажется, уважение к старшим, уважение к родителям, уважение к гостю. С нашими обычаями ничто не сравнится. Так, Барков. Так, Фаина, здравствуйте, мои дорогие. Я опоздала на стрим, как мама, дай бог ей здоровья. Ничего, маме чуть-чуть получше. Ну, 2-3 дня мы снова подключились на ингалятор. Одышка возобновилась у мамы почему-то. Ну, сегодня ничего, вроде бы, сегодня не просилась она ставить ингалятор, поела более-менее так. Вчера была на попечении и брашки. Смеется, но он говорит, мне столько еды понатаскал. Впервые 100 зрителей. Сегодня позвала меня, показывает, сколько он ей посуды, сколько чего занес вчера. Я, говорит, за 10 дней не съем столько, сколько он мне принес. Сегодня, когда я сказала, что у нас будет стрим, и он мне говорит, вот, ты знаешь, сколько бы ты себе набрала просмотров, если бы рассказала, как ты нервничала, когда я не могла войти в аккаунт свой, а его не было дома. Но это нельзя озвучить и показать. Александр Евлашников, ну это хорошее начало, да. Как раз и Брашки не было дома, он что-то там у меня на расстоянии учудил. Лейла, мне так понравился поднос с крышкой. Кто-то, я не знаю, девочки, писали мне, что нужна им такие подносы с этой крышкой. Но я просила выйти в личку, написала ей номер WhatsApp, но она что-то не вышла. Я даже 2 штуки заказала, сегодня отменила заказ, потому что она не вышла на связь. Я, к сожалению, не запомнила ее имя.
Если кто-то, если из вас кто-то слышит, то пусть напишите, кому надо было, вот кто был со мной там на связи, пусть выйдет в WhatsApp, потому что там их разные цвета, я не знаю, какой ей надо купить и что. Добрый вечер. Так, Нила Лайф. Добрый вечер, Алина Кудрякова. Пусть будет у вашего дома много здоровья. Спасибо. Пусть здоровье будет у всех на свете людей, без исключения. Вера, Лила, здравствуйте, рада вас видеть. Вам здоровья в это нелегкое время. Привет из Нижегородской области. Спасибо вам тоже. Так, надо сегодня до 300 зрителей дотянуть, Николай. Ой, Николай, вряд ли мы столько дотянем. Наталья Логинова, здравствуйте, очень рада вас видеть. Ибрагиму, привет. Я жила в Казахстане, там очень много жило людей с Кавказа, да. Я сама родом с Казахстана, между прочим. Хотя я не помню ничего, мне было только 3 годика, когда мы приехали. Так, извиняюсь, если вопрос некорректный, вы никогда не пользуетесь косметикой. Почему? Почему? Потому что я вдова, это первое. И возраст у меня уже не тот, чтобы пользоваться косметикой. Чтобы пользоваться косметикой, мне надо для кого-то. Так, София, хорошо бы, если все собрались бы у вас кушать утки, галушки. Давайте, собирайтесь, я не против. Фатима Аксагова, вечер добрый всем. Вам тоже добрый вечер. Так, Лего Сити, извините. Нет, извиняться нечего. Спрашивайте, это не такой уж некорректный вопрос, я ответила, я надеюсь, вы меня поняли. Твоя Буся, здравствуйте, у вас можно вдове выйти замуж? Вопрос не именно про вас. Можно. Но если есть дети, у нас очень крайне редко выходят замуж. А по религии можно. Наталья Бутова, добрый вечер, привет землякам. Я жила в Грозном, Виталик заинтересовал вашим каналом, зашла в гости. Спасибо большое. Надеюсь, вы останетесь не просто в гости, а будете уже, будем все вместе, как говорится, одной семьей. Алина Кудрякова, я тоже живу в Казахстане. Наталья Бутова, у вас уютно. Спасибо. София, тебе не надо косметика. Зачем естественная кожа у вас? Спасибо, София. Да, в принципе, я и раньше не очень-то пользовалась косметикой. Правда, очень любила красить глаза тушью, и то все, больше ничего. Так, добрый вечер, Роза Махмутова. Вы так хорошо говорите по-русски, без акцента. Где вы учились? В школе. Больше нигде. Так, Махшура Атулаева, по-моему, да? Добрый вечер, Лейла Ханым. Я только присоединилась. Я вас люблю и жду ролика. Вам здоровья, семейного счастья. Узбекистан, Ташкент. Спасибо, Махшура. Вы у меня такой подписчик, такая подписчица. Постоянно пишет комментарии. Спасибо вам большое. А можно поинтересоваться, что значит Ханым? Ханым, типа сестра. Угу. По-моему, мне так кажется. Так, доброе. Ассаламу алейкум. Всем нам нужно для кого-то, нужно для любимой пользоваться косметикой. Для себя любимой. Ну, может быть, но мне она не нужна просто. София, я также не пользовалась косметикой. Но, в принципе, никакого запрета нет. Если я хочу, я могу ей пользоваться. Госпожа Лейла Ханым. Надя Надеждина. Лейла, как вам плед с бубончиками? Уже укрывались? Ой, он такой мягкий. Мы же собирались его отдавать дочке. Иврашка не разрешил. Пользуемся, накрываемся и укрываемся. Просто пока у нас еще жарко, поэтому не так уж
были вот несколько дней таких прохладненьких. В действительности мы сидели, и Брашка, и я вдвоем под этим пледиком. Он очень мягкий. Так, Николай, Лейла, блогер номер 1 Ингушетии. Так, это пока дальше больше будет. Да, Николай, уже есть за мной девочки, двое-трое, по-моему, уже были у меня, разговаривали уже со мной. Так что я уже не одна, но первая, как говорится. Так, я тоже, к сожалению, я вас понимаю, одной тяжело более с пятью детьми, да. Ради уважения. Так, Наталья Логинова. Да, Галушки, мы делаем сейчас часто. Спасибо вам, научились, живя в Казахстане. Здоровья вам и терпения. Спасибо большое. Альбина Шахмурзаева, я опоздала. Нет, вы не опоздали, вы вовремя. Халид Бештоев, ей зачем косметика? Она выглядит очень хорошо. Спасибо, Халид. Так, Надя Надежда, заказывай себе, уже скоро пришлют. Ой, спасибо, Надя, если хоть кто-то у Юли что-то заказал. А я, между прочим, как раз хотела сегодня в своем ролике об этом сказать, но не успела. Сейчас еще расскажу. Здравствуйте, Лила. Так, Марина Лимарова. Так, рада видеть вас. Сохраните. Сохраню. Хорошо, сохраню. Добрый вечер из Москвы. Мария Жуковская, по-моему, да? Желаю вам быстрее расплатиться со своими долгами, процветания вашей большой семье, здоровья, успехов во всех ваших делах и начинаниях. Спасибо огромное, спасибо. Так. Ляля Парк, по-моему. Если я прочитала неправильно, извините. Здравствуйте, подписка от Виталика и Ангелины. Ой, спасибо вам большое, спасибо. Надеюсь, вам у меня понравится. Наталья Бутова. Помню с детства вкус чапюги или сгинку. Да. Махшура, а вам нравится Лейла Ханым? Нравится. Почему? Мне даже приятно, как-то тепло становится от того, что вы говорите так. Я хоть и не знаю точного обозначения, не знала обозначения этого слова, но мне было приятно. Так, Махшура Атулаева, мне 39 лет, я не знаю, как обратиться. Как вам удобно, друзья, так и обращайтесь. Людмила Александровна подписалась от Виталика и Ангелин. Спасибо большое, Людмила. Надеюсь, вы со мной останетесь и вам понравится. Если что-то новеньким моим подписчикам интересно, спрашивайте, я вам отвечу. Да, насчет как раз Юлии. У меня же постоянно бывают гости, мама больна, а у нас больных родственников часто навещают. И особенно по пятницам. Каждую пятницу у меня обязательно кто-то бывает, приходит проведать маму. И я уже почти все раздарила, то, что мне подарила Юлечка. И мне уже надо будет заказывать, потому что ездить куда-то покупать у меня не получается, друзья. Так, привет с Казахстана и Кореи, да. Леля можете назвать. Леля, ага. Хорошо, привет вам тоже. Леля, между прочим, меня, сейчас скажу вам, Наталья Бутова, вы, наверное, в доме живете, не в квартире, да, у меня частный дом. Меня тоже, между прочим, зовут дома Ляля, звали дома Ляля, и по сей день зовут Ляля, мама зовет Ляля, все мои родственники с моей стороны, меня до сих пор уже даже пожилую женщину зовут Лялей. Так, Жанна Илисаева, Лейла, вы очень красивая женщина и очень трудолюбивая. Спасибо большое, Жанна. Доброе. Ну все, я пошла молиться до следующего эфира. Спасибо, доброе, что были со мной. Я не знаю имени, конечно. Так что мы две Ляли будем, да? Хоть там и Леля написано, но Ляля. Но когда меня уже кто-то другой зовет Лялей, мне уже бывает не так комфортно. А когда уже свои, оттуда родственники, это уже так. Так, 2+1, вы молодец, спасибо. У вас красивый дом и дети, спасибо большое, Ляля. Так, Махшура, вначале я думала, что вы турчанка. Первый раз я начала обращаться Лейла Ханым, только не в обиду, процветание канала, я не обижаюсь. Так, 2+1, вам мира и добра, и вам всем, друзья, всем мира и добра, всем на свете. Так, Ляля, обязательно посмотрю ваши готовки. Хорошо, спасибо. Так, Лейла Ханым, это звучит красиво, да? Мне тоже Лялька зовут, все мои родные. А Лялькой меня звал мой зять, муж моей сестры. Никогда не звал ни Лялей, ни Лейлой, а именно Лялька. Ну, когда
когда вышла моя сестра, замуж мне было всего 12 лет, и мой зять меня очень любил и уважал, очень тепло ко мне относился. Его уже давно нет с нами. Пусть Аллах его заберет в рай. Так, Ляля, что вы готовили сегодня? Я сегодня в духовке запекала курицу. Я думала, сегодня приедет ко мне сестра. Вчера, когда мы были на 39-й ночи, мы с ней договорились, что она сегодня ко мне приедет, и мы будем вместе с ней чистить уток. Я утром замариновала курочку, чтобы так, долго не готовить. Думаю, быстро поставлю ее в духовку, и чтобы не отвлекаться. Но, к сожалению, она не приехала. Курочку мы с Ибрашкой, вернее, я поела, а Ибрашка сейчас мне показал, что идет кушать. Видимо, ест там курочку. Так, Лейла Ханум, это звучит красиво, меня тоже так, это я уже читала. Так, класс, Лейла класс, Леля класс, да. Так, Махшура, особенно как осторожно, нежно, аккуратно вместе тесто. Так, учит, дай Аллах вам долголетие, вашим детям привет. Вы искренне замечательны. Спасибо, Махшура, спасибо большое. Так, Леля, на зиму много заготовок делаете, да. Лейла, да, переводится с арабского ночь, да. Заготовок делаю много, уже по привычке, хотя мне так много заготовок сейчас и не надо, потому что... Так, Альбина Шахман, я думала, вы старше меня, оказывается, вы на год младше. Ибрашка, я тут, по-моему, что-то начудила. Так, Роза Хайк Лейла, ассаламу алейкум. Роза тоже моя постоянная подписчица, которая пишет мне комментарии. Большое тебе спасибо. Если что, извини, что я на «ты», друзья. Так, Исмаил Яндиев вышел на связь. Что-то удалил. Исмаил, скажи, где ты? Где ты? Сегодня на связь не выходил. Седик Хелшин Лухвах, Лхахил Седик. Ибрашка, зайди, пожалуйста. Бедунчик был, я не понял. Я один тут не татар какой-нибудь или монгол. Не поняла я вас. Лёля, у меня был парень ингуш в школьные годы. Так, так, сейчас, подождите, просто у меня... Я не могу сказать, потому что реклама пошла именно... Извините, я пропустила, просто у меня камера сдвинулась. Я не могу вам пока сказать, потому что реклама пошла... У меня телефон я поменяла. Повернула к себе? Не повернула, смотри, по-моему, плохо показывает. Кто-то звонил, я хотела выключить, короче. У меня интернет просто плохой. Изображение у меня плохое, смотри. Нет, это самому ноутбуке просто плохое. Так, насчет рекламы. Я не могу вам сказать пока, потому что реклама пошла только через 5 минут или во время моего эфира. Так что я не знаю. Я даже впервые увидела, что вот именно здесь, в чате, что оттуда ко мне кто-то приходит. Марина, извините. Если что, напишите мне, я вам отвечу потом. Так, обязательно по вашим рецептам, что я приготовлю, попробую. Пробуйте. Так, Альбина, я думала, вы так, это я читала. Так.
Мигионе. Ну, я примерно так и сказала. Сказала сначала Миньоне. Так. Я звонила, у нас 2-часовая разница. Не знаю, у меня даже пропущенного или нет. Лали-лала. А у меня был муж ингуш. А вы сами кто? Ведунчик Чикабун. Я не говорю так, таракамам, обез, кобез, типа вот так. Тоже не поняла. Так, сколько у меня детей? У меня 5 детей, двое, 2 девочки и 3 сыновей. Леля. Хади Касиева. Добрый вечер, Лела. Смотрю вас почти с первых дней. Очень интересно у вас видео. Приятно вас смотреть в прямом эфире. Не обращайте внимания на плохие смс и комментарии. Люди разные. Спасибо, Хади. Ну ничего, так, в принципе, у меня плохих комментариев раз-два я общался. И то лично мне ничего не писали. Просто несколько человек было о косынке и о религии, и вот именно вот то, что у нас плохие обычаи. Ну, у каждого свое мнение, да, ничего. Желаю так, Алекс Марти, желаю мира во всем мире, люди, будьте добрее. Вот это точно, да. Махшура, у вас можно многому научиться. Я тоже учусь сначала, ставлю лайк. Спасибо, друзья. Спасибо вам большое всем. Я надеюсь, вы все со мной останетесь. Если есть какие-то предложения, говорите, друзья. Так, я не говорю. Так, это я читала. Дина из Басарова. А у меня была подружка школьная, Дипхан, Дибочка моя дорогая. Так, Фарида Салпагарова, по-моему, да? Просто поздоровалась. Карачаевка, очень интересный канал. Я из Карачаевска. Карачаевска у нас недалеко Карачаева. Так, Марина Лимарева, я сразу подписалась и очень рада. Смотрю всегда и жду ваше видео. Спасибо, пальчик вверх с меня всегда. Спасибо, Марина. Спасибо большое. Лали, я казашка. Ну, у нас есть казашки за ингушу, замужем за ингушей. А где вы сейчас живете, Лали? Я на русском. Ведунчик Абун. Так, Валентина Селина. Дорогие мои, не забываем ставить лайки. Спасибо, Валентина. Адам Ахильгов, Седик Хел, Халилов, Фадиш Душу. Духвахун, ничего, все нормально, Адам. Так, Шуфадежда, как у вас дела? Так, что-то у меня опять с компьютером. На казахском. Так, Людмила Казакова, видно потолок. Потолок видно, пожалуйста, сиди рядом, а. 126 человек на канале, а лайков 66. Не жалеем, ставим лайки, спасибо, Ира. Так, ведунчик Абун, я не говорю типа так. Ведунчик Абун, Адам Ахкильгов. Камера, виден потолок. Это сейчас не справится. Так, за Урале живу в Кургане. В Кургане мы как-то были на заработках, когда еще я только вышла замуж. Дина из Басарова, ведунчик Абун, ну отдохните вы уже. Алекс Марти, Ибрагиму желаю хорошую жену, маме хорошую невесту, береги маму, цени ее. Спасибо, Алекс. Так, Адам Ахкильгов, сегодня с мамой
просмотрели все видео и радовались за твой успех. Спасибо, Адам. Адам, племянник моего мужа. Так, Наталья Ахмедова. У вас хорошие обычаи. Мне тоже кажется, что хорошие обычаи. Стефания Стеша, добрый вечер, Лила. Ибрашка, мне не приходит от вас уведомления, поэтому пропустил уже 3 влога и сегодня позвала на эфир. Почему это интересно, Стефания? Вы тоже у меня подписчица, которая всегда пишет комментарии. Так, Альбина Шахмурзаева в Троицком. Так, Марина Астафьева, Лейла, здравствуйте. Всему чату, привет. Сейчас пересматриваю ваши старые видео, все очень нравится, особенно рецепты. Спасибо, Марина. Марина тоже пишет мне хорошие комментарии. Спасибо вам, Марина. Так, Валентина Сирина. Иринка, привет, дорогая. Ваш канал очень познавательный, интересный. Так что, чтобы познакомиться с каналом Ирины, подписывайтесь. Ирки Сница вы имеете в виду? Да, у нее очень интересный канал, и мне тоже очень нравится. Так, Роза Хайклила. Я вот хотела сказать насчет критики того, какой у вас канал. Ваша главная изюминка – это искренность. Именно за искренность я вас полюбила. Спасибо вам большое. Сколько вам лет, если не секрет? Салонат Шаметова, наверное. Нет, не секрет, мне 53 года. Стефания, не знаю, видимо, на меня YouTube точит зуб. Или на меня, или на нас точит этот зуб YouTube. Так, Иркисница, Валентина Сирина, добрый вечер, Валюша, спасибо, ты у меня со всех поддерживаешь. Я уже говорила, что у Ирины очень интересный канал, чтобы они туда заходили. Я сама просматриваю все ее видео, и мне очень интересно. Что-то у нас, по-моему, опять интернет глючит. Наталья Симонова, по-моему, да? Добрый вечер, привет с Греции. Ух ты, добрый вечер, спасибо. Исмаил Индиев и тишина. Да, Амирхан, желаю удачи, все у вас будет хорошо. Спасибо большое. Лали, работаю в больнице, заболела коронавирусом со вторника на карантине, внутрибольничная инфекция, но ничего, пробьемся. Всем здоровья, берегите себя. Ой, здоровья вам, Лали. Желаю. Ну, у меня мама тоже перенесла коронавирус, между прочим, друзья. Тебе нравится? Ира написала, что тебе нравится, потому что мы землячки. Так. Софу Кики. Здравствуйте, Лила, привет вам с Германии. Меня зовут... Так. Меня зовут Зуля. Только что подписалась на ваш канал. Думаю, будет интересно посмотреть вашу жизнь. С уважением, Зуля. Я надеюсь, здравствуйте, спасибо, что подписались. Надеюсь, вам понравится и надеюсь, что вы со мной останетесь. Валентина, здравствуйте, можно к вам на чай с Узбекистана? Пожалуйста. Я буду только рада. Папа, мама, да, Люахель, Халила, Диаресхо. Так, что-то на немецком, да? Вердойч на немецком читать. Прочитать еще могу, но не знаю. Моя жизнь в Ингушетии. Худежда, ничего, нормально, Амина. Моя жизнь в Ингушетии влог. Халид Бештоев, тетя, вы готовите халву? Эту халву мне уже давно Николай заказал, надо готовить. Так, мне написали из Тиштуркиш, наверное, вы турчанка? Нет, я не турчанка. Надежда Романенко, привет, добрый вечер. Так, Людмила Конопадская, здравствуйте, Лейла. Уже почти 600 подписчиков, скоро будем вас поздравлять. Спасибо большое, надеюсь. Лейла, что вы готовите из дрожжевого теста? Жанна Ильсаева, да? Ну, из дрожжевого теста что я готовлю? Я готовлю балибахи, готовлю пиццы, готовлю в духовке пирожки.
Английский, мам говорит, типа, это Турция. Нет, это не Турция. Я не немка, но живу в Германии 20 лет. Так, Анна Семчук, здравствуйте, здравствуйте, Анна. И когда-то, друзья, я готовила пироги, но очень давно, вот попробую снова, ну, пироги с повидлом и булочки, но лет 10 минимум не пекла. Ну, посмотрим, будем вместе с вами учиться заново их печь. Так, он ждет, потяни еще, а то он же меня заставит готовить. Я бы с удовольствием Николаеву и выслала Бухову, Ирина. Дина из Барсова, вы учились в русской школе? Так, да. Иркис, Ницца, Франция. Ибрагим Индиев, я тоже подумала, что немецкий. Но мне показалось, что немецкий, если честно. Ирина, то, что ты приготовила, это не будет таким вкусным, потому что я бы именно хотела сама угостить Николая халвой своей. Но я все-таки нагряну со своей халвой к вам. Ну, у нас, в принципе, и в Ингушетии, и в Чечне. Я вообще-то училась в Осетии, я жила в Осетии до замужества. У нас русскоязычные школы, а на свой родной язык у нас бывает, по-моему, ну, один или два урока в день на родном языке. Так, Наталья Симонова подписалась. Мы с вами родственницы, да? Не, ровесницы, ага. Иркис, точно, правильно говоришь. Да, надо собраться из халвы, приехать к нам. Фатима Аксакова. Иркис ингушка, нет, Иркис русская, жила в Грозном. Ну, очень хорошая женщина, очень хорошая семья. Мы с ними вот познакомились именно с Ютуба. Так, Роза, сыночка твоему Ибрахим дал Сидолтха за твое правильное отношение к маме. Мы все тут замечаем. Спасибо, Роза. Дина из Барса, у вас такая грамотная речь, приятно слушать. Спасибо. Папа, мама, а в Осетии где вы жили? Я жила в Куртате. Халид Бештоев. Так, Халид, я не прочитаю, что ты написал. К сожалению. Друзья, действительно, зайдите на канал Иркис Ницца, Франция, посмотрите, может вам понравится, подпишитесь, если понравится. Они с мужем показывают все красоты Ниццы, где они живут, показывают море, подводным плаванием занимается ее муж. Очень интересный канал, и она готовит хорошо, очень приятная семья. Так. Фатима Аксагова, у меня в Ницце сестра живет. Людмила, а после школы вы где-то учились? Вы знаете, после школы я поступила, но потом вышла замуж, не закончив. Стефания, это на греческом здоровается. Понятно. К сожалению, просто я училась в школе хорошо, но, к сожалению, дальше не пошла. Не надо краснеть, я говорю правду. Ира. Так, доброе, я вернулась. Спасибо. Жанна или Саврила, вы халву делаете светлую или коричневую? Ну, такую среднюю, и не темную, и не светлую. Так, Фатима Аксагова, моя сестра тоже родилась и жила в Грозном. Так, Фатима Аксакова, да, тут много наших. Юлия, Россия, здравствуйте, Лила, привет, Ибрагим. Добрый вечер, Юлия, тоже моя подписчица, которая часто пишет комментарии. По-моему, у меня телефон. Нормально.
Я его с места сдвинула, когда кто-то звонил. Нормально все. Что-то опять зависло. Нет, нормально все. Это не пусть просто. Так, твоя Буся, вы знали мужа до свадьбы? Аишке понравились сережки. Да. До свадьбы я мужа знала буквально 5 минут. 5-10 минут, не больше. Мадина Лейла Сейдик Хейлха, как мама, как сама, очень приятно тебя видеть и слышать, очень тебя уважаю, люблю. Спасибо, Мадина, ничего, мама, нормально, я тоже нормально. Ибрагим, мне нравится твое отношение к подписчикам. Жанна Елисаева. Я вышла как-то, знаете, по-старому замуж, по старинке. Халид Бештоев, я знаю, часто бываю в Греции и на Кипре. Халид, ты счастливый человек, везде бываешь. Моя заловка старшая замужем за моего троюродного брата и жила на нашей же улице. И она вот сделала это сватовство. Они приехали к нам в гости, вот именно с моим троюродным братом. И просто во время того, что вот я их обслуживала, мы бы познакомились и все. В принципе, даже друг другу слова не сказали. Что, как? Ну, насчет, наверное, того, как знала ли я мужа, она спрашивает. Так, Ибрагим, ты сегодня разговариваешь за кадром с нами. Ибрашка, открывай канал, у тебя хорошо получится. Между прочим, он вчера меня спрашивал, может быть, не свой канал открыть, о чем бы я буду говорить, Ира. Валентина Сирина, да, очень хочется продвижения ваших каналов, ваш труд будем оценивать мы, то есть подписчики, а нас много, так как Лейла и Ирина вперед за миллионом, так держать и нас не останавливать. Спасибо большое, Валентина, спасибо. Ирки Синица, Франция, мы за 3 вечера знакомства решили пожениться, думала, быстрее нас никого нет, оказывается, есть. Да, только иногда на кухню уходит, у нас обжора, хоть и худенький. Жанна Ильсаева, хотела спросить, как вы познакомились с мужем. Ну вот я и говорю, познакомились так, привел, вот троюродный брат мой привел его к нам в гости, ну как обычно, как это делалось раньше. Лайки ставим их меньше, чем зрители, я поставил, теперь продолжаю, периодически палец к монитору прикладываю, может сочтется. Спасибо, Николай, большое. Если честно, в то время я и не думала, что выйду за него замуж. Фатима Аксагова, девушка с Чуева, кажется, писала, что с Далакова, если ты еще здесь, в Далакове, именно где живешь. И отнеслась к этому просто как-то вот, не знала, я даже и не думала, что за него выйду замуж, но так получилось, видимо, судьба. До свадьбы, я же говорю, мы друг другу ни одного слова не сказали. И он больше к нам, да, ни ко мне, ни к нам не приехал. Вот так получилось. Я 5 лет дружила, Ирочка Владимировна. А я так, в принципе, ни с кем и не дружила, если честно. Я общалась с несколькими, ну просто как с несколькими. Знала, что я им нравлюсь, а так общаться не общалась. И, конкретно ничего такого не было. Ровно месяц я была засватана. В марте меня засватали, 13 апреля я вышла замуж. Николай, мне жена встретилась, а я ей попался.
Да. Вы прекрасная пара, Николай. Так, здравствуйте, Лейла Анна Мельникова. Очень приятно смотреть ваш канал. Ценю вас как женщину. Мне очень нравится, что вы соблюдаете свои традиции, обычаи. Желаю вам и вашей семье здоровья, счастья и всего хорошего. Спасибо большое, Анна. Вера, моя родина тоже Грозная. Во время войны пришлось уехать, но очень скучаю по тем местам. Сейчас живу в России, мне нравится, где я живу. Всем здоровья и мира. Спасибо, Вера. Так, Халид Бештов, Ибрагим очень умный человек. Я рада за тебя, брат. Ну, прям уж. Так, Иван Царевич, мне 25, Что пока прям? еще никого не встретил. Так, подожди, что прям уж? Умный человек, это громко для тебя сказано. Ну, Так, Валентина Сирина. Извините, вы меня спрашиваете, где я живу? Так, Ирочка Владимировна. И толку мало, расстались. Так, добрый вечер вам и вашей семье. Наталка Дремалова, по-моему, да? Только что подписалась на ваш канал. Думаю, что будет интересно. Я тоже очень надеюсь, что вам будет интересно. Вы со мной останетесь. Так, Малика Илишиева, да? Добрый вечер, Лейла. Саламаш из Германии. Малика, с любовью и уважением к вам. Спасибо большое, Малика. Малика Илишиева. Как ваши дела? Как ваше здоровье? Спасибо, Малика. Так, Малика, это та, которая, наверное, сегодня на связь вышла, да? Людмила Конопадская. Ибрашка хороший. Да, Ибрашка хороший. А вы знаете, вот вы говорите, что 5 лет общались. У нас вообще-то вот считается, чтобы больше, по-моему, больше 2 недель или больше 10 дней, я вот точно не могу, но небольшой срок, чтобы девушка с парнем не общались. Если они больше будут общаться, то типа у них разладится все. Ибрашка, я за тебя. Ну все, Ибрашка. Теперь эфир твой, давай сюда, на сцену. Да пусть он откроет свой канал. Валентина Сильна. Да пусть открывает, но ему говорить нечего, показывать нечего. Надежда Романчик, вы умеете готовить пирог? Когда-то готовила. Сладкий пирог вы имеете в виду? Так, Малика, только что смотрела ваш видеоролик о том, что вы рассказываете о своей жизни, о тех черных полосах до слез. Иншаллах, Всевышний Аллах поможет. Да. Спасибо, Малика. Роза Хайк Ибрагим, она просто перед людьми не хочет тебя нахваливать. У нас Ибрагим просто слишком, как вам сказать, избалованный тем, что его все любили. Он остался, когда умер его отец, ему было только всего 2,5 годика. И мы его тут слишком перебаловали. Саид Рамазан, добрый вечер, добрый вечер. Так, Ибрагим, завтра бах на бах выйдет. Валентина Сильна, почему расскажет про свой город? Артем Плата, добрый вечер. Первый раз вижу, как ингуши ведут прямой эфир. Обычно у вас все скромничают и любят тишину. Спасибо, Артем. Ну, вроде бы я тоже не шумлю, по-моему. Зульфия Барахова, добрый вечер, тетя Лела Салам Машал с Казахстана, я тоже с Осетии. Добрый вечер, Зульфия. Откуда с Осетии? Ирочка Владимировна. Мне было 14 лет, с армии ждала. Так, Надежда Раменко, вы умеете готовить пирожки? Пирожки умею, конечно. Халид Бештой, Иван Царевич, а вы пробовали стрелу в сторону болота? Так, Малия Ильсаева, не переживайте, вы сильная женщина, Всевышний Аллах испытывает тех, кого Он очень сильно любит, вас и вашу семью. Он очень сильно любит, иншаллах. Спасибо большое, Малика. Так, канал о правде 3. Так, Роза Хэк, хоть кого-то надо же баловать, Левочка, да. Ирка Сница Франция. Ибрашка просто младшенький, я его понимаю. Тоже в семье младшая. Юлия Россия. Ибрагим, а что будешь показывать нам? В принципе, и я младшая, Малика. Мне очень нравится ваш канал. Да, воду и хандиария Малика. Так, Фельзи топ, по-моему. А что делать, если я не принял ислам? В смысле, как что делать?
Иркисница. Ставим лайки, друзья, не стесняемся. Спасибо, Ирина. Что вы имеете в виду под тем, что делать, если я не принял ислам? Артем Плата, добрый вечер. Жаль, что тебя не пригласили в концерт Ингушетии. Так, Надежда Романенко, сколько вам лет? Мне 53 года. Малика, у вас очень жизненный канал, очень интересно, приятно смотреть и слушать вас. Спасибо, спасибо, Малика, большое. Мне надо Артема Платов позвать в гости. Просто Ибрашку и очень сильно любил отец, муж мой, ну, отец Ибрашки. У нас же еще такие обычаи, друзья, не знаю, знали ли вы все, ну, русские, наверное, не знают, другая нация не знает, чеченцы и ингуши, в принципе, одно и то же. У нас, ну, сейчас, в принципе, это делают поменьше, конечно, придерживаются, еще не, начали не придерживаться этого, сейчас вам расскажу. Так, Зухра, я просила вас показать капусту со свеклой. Вы забыли, как вас? Нет, я не забыла, просто я не успеваю, Зухра, не забыла. Сулейман Журжаев. Добрый вечер. Моя мама смотрит всегда ваше видео. Передайте ей салам машал. Она с Ачхоя Гулас. Так, салам машал, да? Вашей маме. Журжаева, только я не знаю, как ее зовут. Написали бы, как зовут, чтобы я ей передала. Привет маме Сулеймана, салам ашал, да, маме Сулеймана Журжаева, которая живет Ачхой Гулас, да? Правильно я назвала? Так, как делать вино? Нет, к сожалению, Надежда, как делать вино, я не знаю, потому что мы не пьем. Малика, мы хотели приехать к вам, но этот карантин все перевернул. Надеемся, как приедем чуть-чуть домой, то приедем к вам, иншаллах. Хорошо, Малика, буду вас ждать. Ингуши и не делают, ну и, по крайней мере, стараются не пить. Так, Малика, как ваши дети, внуки? Алхамдулилла, все хорошо, Малика. И дети здоровы, и внуки здоровы. Роза Хайк Гулаз, это имя, наверное. Не знаю, Сачхоя Гулаз. Ну, может быть, да. Если я что-то неправильно сказала, извините. Еще раз напишите мне. Я еще раз ей скажу. Лали, обычно отцы не показывают своей любви к сыновьям, они суровые отцы. Надежда, как у вас дела? Надежда Романенко, нормально. Так, Ирочка Владимировна, очень добрый канал. Не то, что отцы не показывают любовь. У нас же раньше, когда живут с родителями, при родителях не берут на руки детей, что сын не берет на руки своего ребенка при отце и матери, и сноха не берет, если свекора рядом. Тоже не берут детей на руки. И не сисюкаются, и не разговаривают, ну вот как-то не ласкают своих детей при родителях. Сейчас, конечно, это не так, не совсем так. Так, Малика, алхамдулиллах, как хорошо, что вы все здоровы, да, это Бог, Малика. Как у вас, Малика, как вы там живете, как? Да, Гулаз моя мама, а меня зовут Лейла. Лейла, я передаю салам машал вашей маме Гулаз, которая живет в Ачхой. Я просто не слышала такого имени, если честно, извините. Алхамдулилlah, хорошо, что у вас все хорошо. И вот когда родился Ибрашка у меня родился через 8 лет после Мадины. Так, Марина Астафилева, мне очень понравились ваши горы. Да, у нас очень красивые горы. Там не было. Вот ты там не была. Не, мы показывали горы со двора. Так, добрый вечер. Лейла, в Турции тоже были такие обычаи, не брать детей при отцах. Так, Лейла, Артем Плата, блогер, который говорит о проблемах ингушей, историю, он очень защищает ингушей, часто бывает у нас. Я знаю, я поэтому и говорю, что надо Плата пригласить к себе Артема. Я знаю, я смотрю его ролики. Стефания, Надежда Романенко, ваш вопрос лучше грузинам или молдаванам адресовать? А что называется? Вино.
Да-да. Виктория Ковальчук. А в чем неуважение? Разве плохо любить своего ребенка? В чем смысл этой традиции? Кися тоже об этом рассказывала, но в чем неуважение, так и непонятно. Да дело не в уважении, просто, как вам сказать, ну типа этикет такой у нас, вот что вот, наоборот, уважение к родителям, что то, что своего ребенка он любит, все равно все знают, но тем не менее как-то, ну, ну некрасиво вроде бы, как, вот я даже не знаю вам, как точно это объяснить. Так, Людмила Конопадская, прямой эфир у вас, так, классно, значит, очень приятно, так по-домашнему, как будто все давно друг друга знают. Спасибо вам, друзья. Так, Малика, как ваше хозяйство? Ничего, нормально, вот потихонечку вот уток убираю. Так, Сауле Алиева, я от Виталика, подписка вам, к вам. Спасибо, Сауле, я надеюсь, вам понравится у меня и останетесь со мной. Надежда Романенко, как у вас дела? Ничего, потихонечку, как у вас, у всех, друзья, дела. Собиралась сегодня, правда, штук 10-15 уток зарезать. Думала, сестра приедет, но у нее не получилось. Так, Рома Лобаничев. Нравится, да? Нравится, наверное. Я на деревне. Green Life. Вы смотрите Наталья Курбанова, Испания? Нет, не смотрела я. Так, Юлия Россия, Саули Алиева, оставайтесь тут как дома. Спасибо, Юля. Так, она из Махачкалы, у нее недавно молодая сестра умерла. Соболезную ей. Нет, не смотрела, но посмотрю я ее канал тоже. Имя, фамилия, привет из Чечни. Добрый вечер с Ингушетии. Малика Илисаева, Алхамдулилlah, хозяйство это баракат, это честный труд, дай Аллах вам и вашей семье, имана, здоровья, счастья, процветания и мирного неба над головой. Спасибо, Малика, большое. И тебе тоже всего-всего-всего хорошего. Фатима Шакриева, Седик Хелхан. Добрый вечер, Фатима. Так, люблю тебя смотреть. Фатима, напиши, ты пишешь с Алматы. У меня еще одна Фатима Шакриева. Или ты два в одном. Напиши мне, пожалуйста. Ты мне в WhatsApp не ответила. У меня есть Фатима Шакриева, моя соседка по селу. Моя подписчица, которая приезжает. Да, я это... А почему ты меня путаешь с Алматой тогда? Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Лавли, да, по-моему, правильно я прочитала? Ты моя хорошая, Фатимочка. Я живу в Алмате. Опять ты меня путаешь. Значит, не та Фатима. Так, салам алейкум. Но прочитать я не смогу. Кто это, Ибрашка? Вольф я прочитала последнее слово. Я из Питера. Лавли. Так, у меня в Питере племянница живет. Ну, значит, вы разные, Фатима. Я это и хочу узнать. Я знаю, что одна Фатима ко мне приезжает. Значит, у меня две Фатимы Шакриевой в подписках. Зухра Байрам, как у вас так получается с одной коровы и сыр, и масло? У меня тоже одна корова, но молока очень мало, видно, много дает молока.
У меня корова, алхамдулилlah, хорошая. Но я собираю, 3-4 дня собираю, иногда даже 5 дней собираю. Роза Махмутова. Я подписалась, посмотрела ваше видео о вашей жизни. Пусть в дальнейшем у вас все будет хорошо. Спасибо большое, спасибо за подписку. Я надеюсь, вы останетесь и вам понравится. Так, Людмила Конопадская, спокойной ночи всем. Завтра рано вставать. Спокойной ночи. Спасибо, Людмила, что были в эфире. Спасибо вам огромное. Лавли. Так, имя мое. Прочитай ее имя. Если можно, пишите на русском, пожалуйста. Елена, добрый вечер. Лейла, вы отличная женщина. Наконец-то нашла нормального блогера. Да. Надоели эти хвостунишки, которые нахваливают себя и делают темы на скандалах с подписчиками. Надоело. Спасибо большое, Елена. Добрый вечер вам тоже. Наталья Симонова. Мне очень понравился ваш канал. Вы очень приятная женщина. Здоровья, счастья вашей семье. Спасибо большое, Наталья. Фатима Шакриева. Здоровья вам всем, счастья детям. Спасибо большое, Фатима. Просто я вас двух Фатим перепутала, значит, у меня Фатима Шакриева тоже. Просто я с ней в WhatsApp не выходила. Извините, если вам как-то что-то не так сказала. Лайло, ага. Так. А вы не грузинка, интересно? Я знаю, что и у грузин есть такое имя. Так, Амина, Лейла, добрый вечер. В каком городе или стране вы хотели бы жить? Ой, Зульфия Брахова, пригородный. Ну, пригородный район-то большой, я тоже в пригородном районе. Именно в каком селе вы жили? Павел, удачи вам, Лейла, всего хорошего, дай Бог вам здоровья. Спасибо большое, вам тоже удачи. Стефания, ее зовут Лайло. Это узбекское имя. Узбекское. Да, есть и узбек. И у грузин есть такое же имя тоже. Номер WhatsApp можно твоего? Мой номер WhatsApp там, где написано о канале, по-моему, да? Сейчас напишу. Там есть мой номер. Так, Малика. Я отдыхаю на канале у Лилы без пафоса, честно, жизненно, от души, так и хочется вам помочь. Всевышний Аллах видит. Спасибо большое, Малик. Вы мне помогаете тем, что вы подписались и ставите лайки. Большего мне и не надо. Лали, оторваться трудно, но надо спать. Спокойной ночи и удачи вам. Спокойной ночи. Спасибо вам, что были со мной. Елена, Лейла, у меня не получается творог. Если коротко, до какой температуры нужно доводить? Так, ТВ-01, салам алейкум, что здесь? Валейкум ассалам, не знаю, что здесь. Посидите с нами, вы знаете, что здесь. Так, я, по-моему, не ответила на один вопрос. Да? Прочитала, но не ответила. Нет, и про творог. Про творог я точно температуру вам не смогу сейчас сказать, но на днях, я сегодня пропустила молоко, как оно скиснет, я специально посмотрю, какой температуры. А так я не смотрю. Просто так я уже привыкла, что и знаю примерно, когда его нужно делать. Так. Друзья, вы меня извините, но, по-моему, я прочитала какой-то вопрос, но не ответила. Вот. В каком городе или стране вы хотели бы жить? Вы знаете, я даже не знаю. Мне нравится, где я живу. Лишь бы было хорошо. Так. Назгуль, да? Байгумбаева, по-моему. Если я нечаянно вам неправильно назову, вы меня извините. Прочитаю, если... Немного выше, там на 3. Стефания, так, Стефания. Нет, у грузин нет такого имени, я же наполовину грузинка, правда? Так, я много пропустила роликов, но Малика пишет. Но обязательно поставлю лайки и оставлю комменты. Спасибо, Малика. Спасибо большое, вы мне очень даже поможете. Так, Назгуль Бальгунбаева. Ассаламу алейкум. Привет из Казахстана. Ва алейкум ассалам.
Вам тоже привет из Ингушетии. Амина. А я на одном дыхании посмотрела все 3 части вашей истории жизни. Всех благ вам. Спасибо, Амина, большое. Давай по-нашему что-нибудь скажи. Кому? Тебя просит. В смысле по-нашему? Кто меня просит? Где я Хочу пропустила? услышать пару слов по-вашему, если можно. А? ТВ-01 хочет услышать по-нашему. Что-нибудь. Я не дошла до этого, подожди. Вчера я случайно зашла на ваш канал, Zoom Art, по-моему, и подписалась. Успеха каналу. Спасибо большое. Так, хочу услышать пару слов по-вашему. Можно? Можно, почему бы и нет. Так, Малика, где родился, там и пригодился. Моя мама так всегда говорит. Да. Здравствуйте, как у вас дела? Артем Иванов, добрый вечер. Нормально. Так, ну что я скажу на своем? Давайте предложите, что она скажет. Да, скажите, что бы вы хотели услышать, и я скажу на своем языке. Елена, да, правда, спокойно, у вас на канале приятно слушать, грамотная речь, все отлично, не меняйтесь. Спасибо, я надеюсь, что я не поменяюсь. Павел Немоляев, добрый вечер, всего доброго. Ой, добрый вечер, Павел, мне приятно, что вы зашли на мой канал. Я никак не могу у Павла выпросить рекламу. Амина, все ставим лайки, не забываем, друзья. Спасибо вам большое. Павел, как у вас хозяйство, как у вас там дела? Мне очень нравится ваш канал. Только не успеваю все просмотреть. Много поучительного. Хочу вас многому научиться там. Так, Елена, у вас 2 канала? Нет, у меня нет только 1. Так, ТВ1, я люблю Ингушетия, как будет? Сундук Езгалгайчи. Артем Иванов, как дела? Нормально, Артем, как у вас? Малика, Елена, я с вами согласна. Очень приятно слушать. Пускай ваш канал процветает. Что-то он убежал у меня. Счастливого подписчика он получает. Она убежала. Сейчас. Куда он меня убежал? Она удалила его. Удалила? Да. Ага. Так, ассаламу алейкум, варахматуллахи баракатуху, алейкум ассалам. Так, кто пишет? Читай, Брашка, Зухра Байрам. Лейла, почему вам не обратиться к подписчикам, чтобы помогли материально, что-то такое у нас много, кто сколько поможет? Нет, спасибо, я не хочу так. Будни русской мусульманки. Ассаламу алейкум, такая приятная женщина. Спасибо, валейкум ассалам. Елена, Павел, это кто? Павел, это тоже блогер. Так, что за канал, пожалуйста, скажите. Канал Павла? Ой, я сейчас... Интересно, ты не помнишь, как назывался его канал? Павел Немоляев. Ну, так и называется. Павел Немоляев? Нет, по-моему. Да. Разве? Да. Ты точно уверен? Да. Павел, скажите, как называется ваш канал? Я стольких сейчас просматриваю, что я забываю, если честно. Я знаю, что он из Дубков, и у него интересно на канале тоже. Так. Если вы говорите о Павле, конечно. Елена, Павел это кто? Вот видите, Павел, я вам рекламу почти сделала, а вы мне не соглашаетесь. Павел Немоляев, вот он вышел на связь. Вы отличная хозяйка, наоборот, у вас многому учиться нужно. Спасибо, Павел. Здравствуйте, я просто зашла. Дюра Блинк. А мне бы хотелось, чтобы вы подписались, а не просто заходили. Так, Малика, пускай ваш канал процветает от большого количества подписчиков, а мы всегда дарили добро друг другу, любили, уважали, поддерживали. Спасибо большое, Малика, я надеюсь. Аманта, с днем рождения, Софишка Мудаева, привет, Лейла. Это такое длинное, наверное, название канала, аккаунта. Привет, Лейла, да? Привет. Жалко, что мы с Павлом далеко живем. У него отличное хозяйство. Я все время привыкла с хозяйством, так что
Даже мечтаю только о хозяйстве, как мне одна сказала. Мы так разговорились, я говорю, я бы хотела расширить свое хозяйство, купить еще одну-две коровы. Она мне, о чем ты мечтаешь? Ты помечтала бы куда-то поехать. Так, Павел, надеемся, в ближайшее время вы сделаете рекламу Лили. Малика, спасибо. Павел, видимо, ко мне еще присматривается. Так, Наталья Мариненко. Здравствуйте, Лила. Я от Виталика посмотрела, мне ваш канал понравился, я подписалась. Спасибо большое, Наталья. Я надеюсь, вы останетесь со мной. Диора Блинк. Пусть в вашем канале растет все больше подписчиков. Здоровья вашим рукам, берегите себя. Спасибо большое, Диора. Амина. Лила, расскажите о своих детях, какие они, их характеры, интересы. Так, Малика, мне нравится ваше хозяйство, люблю я это дело, соскучилась уже, хотя никогда у меня не было. Так, Елена, Лейла и ваша семья, всего вам доброго, с удовольствием смотрю ваш канал, удачи и процветания. Елена, Мишель, да, спасибо большое, Елена. Так, дети, да, 5 детей и 5 разных характеров, если честно. Ты что смеешься? Так, у вас кулинарный канал, я подписалась. Не совсем кулинарный, конечно, канал, но я готовлю. С кого начать? С Ибрашки начать? Давай сначала. Снизу вверх тогда. Начнем с того, кто сидит со мной рядом. Как вы поняли, он у меня младшенький, излюбленный всеми, излюбленный бабушкой. Так, Павел отвечает, сейчас посмотрим. Вы делаете много заготовок на зиму, делаете акцент на реализации, как продается, насколько это актуально, заработок, как вас находят клиенты, и все в этом духе. Заработок от хозяйства сейчас актуально. Павел, на данный момент заготовок на зиму я продаю очень мало, если честно, но несколько лет тому назад я усердно этим занималась, и занималась в связи с тем, что мы торговали овощами. Я выращивала много овощей, особенно огурцы. У меня были почти пол-гектара огурцов. Выращивала капельным способом, шпалерные. И у меня была точка прямо на дороге. Мы продавали овощи. Остальное мы привозили, огурцы были свои. И какое-то время у меня и картошка была своя. Я сажала около 7, иногда 10 гектаров, 7 гектаров, 5 гектаров. Начала с 1,5 гектара картошки. И в то время просто, когда ты торгуешь в роликах, об этом говорите, и в названии ролика это обыгрываете. Спасибо. Так, Мадина Амарасхаба, да, ассаламу алейкум, из Дагестана, ва алейкум ассалам. И тогда просто у меня оставалось много овощей, вы знаете, такие, не свежие, так скажем. 2-3 дня постоят, уже же их не берут, и мне приходилось их перерабатывать. В первое время, когда их было мало, нам хватало просто для себя, а потом, когда у нас расширилась торговля, овощей было много и остатков также много, то, что мы перерабатывали, это было слишком много, и как-то автоматически пришлось их продавать. Тогда я продавала их прямо там на дороге всю зиму, торговля была хорошая, и у меня уже свои были клиенты, покупали, и практически всю зиму мы жили на то, что мы зарабатывали именно с этих заготовок. Стефания, Стеша, Павел, хватит раздумывать и присматриваться. Уже пора действовать. Сделайте, пожалуйста, рекламу нашей Лейлочки. Все просим. Диора Блинк, я из Узбекистана, а вы? Я с Ингушетии. Так, Жангир, по-моему, да? Амонов, ассаламу алейкум, из Екатеринбурга. Ва алейкум ассалам. Уже года 3, как я не делаю таких вот прям заготовок. Просто у меня, которые были раньше... Свои клиенты, они просто звонят и заказывают. Вот им уже я на заказ делаю. А так, чтобы торговать, нет. Просто уже у нас и торговая точка уже пропала. Фатима Шакриева, Павел, делайте рекламу, мы все просим. Так, Наталья Ахмедеева. Очень хочется, чтобы в следующем году у вас был красивый сад цветов и радовал вас. Вышли вам семена. Ой, спасибо, Наталья.
Спасибо большое. Сегодня посадила черенки роз. Первый раз, не знаю, по-моему, уже вышел ролик наш, да? Пошел в эфир. Название скажи. Там я их так понатыкала в землю, но не знаю, как это делать. Спрашивала, может быть, ответите мне. И мне надо вот уже тюльпаны посадить, которые лежат купленные. Алина Белянина. Случайно однажды зашла на ваш канал, посмотрела несколько роликов и не смогла оторваться. Так, подписалась. Теперь каждый ролик жду с нетерпением. Спасибо за ваш труд. Огромное спасибо за приятные слова, Алина. Спасибо вам. Так, Малика, Павел, с огромным уважением к вам. Сделайте, пожалуйста, ролик Лили, а вы сделаете доброе дело как для Лилы, так и для нас. Вас отблагодарит Бог, а нам это будет очень приятно. Мы уважаем Лилу. Спасибо, Малика. Юлия, Россия, Лила, не переживайте. Мы сейчас Павла в угол загоним и попросим сделать рекламу. Кто за? Так, Шема Магова, да, Лил Маршал Дуфюк, родная, бегу к тебе на эфир. Диария Схуха. Спасибо. Да, Павел, если бы у меня было несколько коров, то сейчас на данный момент продукция актуальна. У меня есть спрос, но из-за того, что корова только одна, у меня не получается продавать по заказам, сколько надо. Фатима Шакриева, мы все за. Спасибо, Фатима. Особенно у меня очень много заказов на топленое масло. Но в этом году и корова у меня чуть-чуть приболела, почти месяц практически не доилась. Я ее еле-еле выходила. Потеряла один сосок все-таки она. И теперь только с 3 сосков. Ну, в принципе, не знаю, наверное, буду менять корову в следующий год. Спрашивала сына, может быть, продать бычка, но что-то он не подписывается, и купить корову. Андрей Варгас, добрый вечер. Почему в Ингушетии все говорят только на ингушском? Ну, а если мы в Ингушетии, наверное, на каком нам еще говорить? Друг с другом мы говорим на ингушском. Если представитель другой нации, мы с ним разговариваем на русском. Павел Немовляев, обязательно сделаю влоговых тем, пока не было. Ух, хватка у вас деловая, восточные молодцы. Все уломали мы, как я вижу, Павла. Фатима Шакриева, молодец, спасибо. Ну, я поняла, что Павлу написано Фатима. Елена Мишель, а купить телочку у вас дорого? Да, в принципе, не очень дорого. Просто вы же знаете, что у меня сейчас небольшая напряженка с деньгами. Купить что-то вот такое, нам непозволительно пока, как говорится. Мне надо сначала расплатиться с долгами, только потом уже покупать что-то такое. Так, с чем я могу? О чем речь? Я что-то интересное пропустила. Так, Германия Лиферблок, да? Добрый вечер, как всегда, опоздала. Ничего не опоздали. Сабрина Магаева, я за. Юлия Россия, Павел Мазалейлу, горой мы круче, чем Кавказские горы. Спасибо, Юлия, большое. То, что вы за меня как за горой, я поняла, что из-за одного комментария, который был написан мой адрес, за меня так заступились мои подписчики, что мне даже было вот до слез приятно. Егор Филипп, привет, добрый вечер. У меня же полуторагодовалый бычок и полугодовалый бычок. Я хотела их двоих продать, и вряд ли корову можно будет купить на эти деньги, наверное. Купить корову, но что-то меня сын не подписался под это. Малика, Павел, заранее от всех подписчиков благодарю вас, большое спасибо. Мы знаем, вы сделаете рекламу. Так, Павел, наверное, сейчас сидит и думает, зачем я зашел на ее канал, на ее эфир. Егор Филипп, как дела? Нормально. Как у вас? Фатима Аксагова, Юлия Россия. Наталья Ахмедеева, надо уходить по делам, рада была вас видеть. Спасибо, Наталья, мне тоже было приятно, что вы были с нами в эфире. Знаешь что?
почти 9 подписчиков и уже 6 тысяч подписчиков вообще. Что? Уже почти 6 тысяч подписчиков. А, еще За 9 подписчиков и 6 за тысяч. время эфира добавилось где-то 400-500 подписчиков. Это значит от Виталика, наверное, скорее всего, реклама. Сабрия Магаева. Тут мальчик есть, что ли? Мальчики есть. Юлия Россия. Фатима Аксагова. Спасибо. Так, Жанна Бацуева. Лила, привет вам из Краснодарского края. Очень люблю слушать вас. Крепкого здоровья вам, процветания на канале. У меня отец чеченец, а мамуля русская. Добрый вечер, Жанна. Спасибо большое. Люба Шубина. Ого, 181 нас здесь, машалла. Так, у меня 177 только показывает. Так, Лейла, купить взрослую, что лучше? Лучше корову, конечно. Наталья Мариненко. Лейла, справляйтесь с хозяйством, огород, но остальным дети помогают. Когда они дома, конечно, помогают. Как называется? Ростов. Так, 6 тысяч как отмечать будем? Ну, 6 тысяч, мы такие маленькие цифры, наверное, не будем отмечать. Так, Лейла, а у вас сколько времени? Времени по часам, да? Сколько у нас времени? 20:51. 20:51. У нас 10 вечера. Ну, почти и у нас так же. Лейла, большое спасибо за эфир. Валентина Сирина, всем пока-пока. Спасибо огромное, Валентина, что были с нами. Спасибо, вы всегда со мной в прямом эфире и всегда смотрите. Спасибо вам большое. Я вам благодарна. Ладно, кулинарный влог. Добрый вечер. Ростов. Так, Фатима Шакриева, 100 тысяч будем отмечать. Надеюсь. Германия, Лифербург. Может, сын бережет ваше здоровье и не хочет, чтобы вы уставали еще больше. 2 коровы, это будет нелегко. Я знаю, что это такое. 6 тысяч подписчиков. 6 тысяч подписчиков. Да, в принципе, друзья, у меня было 3 коровы, и было огромное хозяйство, были козы, были овцы и огород. И в действительности мой сын не дает мне держать. Даже то, что хозяйство сейчас я развела против него. Так, сейчас я прочитаю сначала. Малика Лейла, не переливайте и долго отдадите. Не переживайте, наверное, иншалла. И мы погуляем на свадьбе ваших сыновей, на все воля Аллаха. Только берегите свое здоровье. Спасибо, Малика, я надеюсь. Так, я поняла. Так, Германия, иншаллах, будем отмечать. Павел Немоляев, нет, вы молодцы. Деловитости восточных людей можно только поучиться и позавидовать. Как вы решились и освоили, покоряете YouTube, немногим удается. Спасибо, Павел. Так, Ира, наверное, да? Салам из Дагестана. Вам тоже салам из Ингушетии. Ну все, Павел, будем дружить каналами. Я не знаю, как его назвать, если честно. Я же тебе сказала, как назвать. Друзья, извините нас. Ой, сестра моя с нами тоже. Малика, это сестра моя, Герман Львивблок. Так, что у меня там было? Ну, я же тебе сказала, забой уток и курочка в духовке, наверное. Вот, друзья, в прямом эфире и название ролика. Вот видите, мы даже это вам рассказываем, говорим. Так, Малика, хвала Всевышнему, что у вас такие хорошие дети. Спасибо большое. Конечно, некрасиво хвалить своих детей, но, алхамдулилла, я почти довольна ими. Не на все 100%, но почти. Могло быть и хуже, как говорится. А так, если бы не мои дети, я не знаю, что бы было со мной. Я живу ради них, если честно. Кроме Ибрашки, все у меня слушались меня. Вот тут Ибрашка только не слушается. Жанна Бацуев, мальчик с юмором. Да. Это твои подписчики за меня. Это у Ибрашки. Малика, вот нам бы вашу уточку. Ой.
Когда я в этом году их покупала, утят, я не думала, что они так много едят. Ну, в смысле, я знала, что они много едят, конечно. Сулейман, всем спокойной ночи, мне надо выйти, спасибо за эфир. Спасибо большое вам, что были со мной. Павел Немоляев, всего доброго, я на дойку. Ой, Павел, давайте, а я уже подоила корову свою. Спасибо огромное, Павел, что были у меня в эфире. Спасибо. Если даже не будет рекламы, ничего страшного. Я рада, что вы зашли ко мне на эфир. Асма или Эсма Куфтаметова, да, салам из Крыма. Добрый вечер с Ингушетии. Малика Ибрашка. Антонина Кальч говорила, добрый день, вы очень трудолюбивый человек, я из России, мне нравится узнавать ваши обычаи, рассказывайте о них почаще, с уважением из Приморского края. Спасибо, Антонина, вам тоже добрый вечер, спасибо, я постараюсь рассказывать о наших обычаях. Маруся, добрый вечер, добрый вечер. Жанна Бацуева, утки не только много кушают, но и громко кричат. Да, в принципе, и громко кричат-то я еще бы вытерпела, но то, что они так много едят, я поняла только сейчас. Так, не, Павел обещал, реклама будет. Малика. Просто я 3 года не разводила птицу. Салам из Казахстана, я на Лике, да? Вам тоже салам, Валентина Маслова, да? Или Валентина Маслова. Приветик из Германии. Я к вам подписалась. Вашу страницу я узнала от Виталия Ангелины. Спасибо большое. Спасибо за подписку. Надеюсь, вы со мной останетесь и вам будет со мной интересно. Стефания, Стеша, Ибрагим, помощь нужна. Подписчики свои варианты могут подсказать, только знать бы, о чем речь. Уже все. Видеоролик на канале. Скажите, пожалуйста, во сколько лет вы стали первый раз мамой? В 20 лет. Ровно 20 лет разница между мной и моей дочкой. Наталья Мариненко, Ибрашка, слушай маму. Так, Стефания, опоздала, уже вижу, в рекомендуемых ролик вышел. Ага, ну да. Я вышла в эфир, ролик тоже почти, ну, был готов, просто название, видимо, он прослушал, хотя я ему и говорила об этом. У нас Ибрашка очень невнимательный ребенок, если честно. Вот единственное, не единственное, конечно, но очень плохая его черта, что он невнимательный. Елена, а ремня Ибрашка не знает, ремня ему. Вот именно, если бы он знал ремня, и если бы знал немножко хотя бы 10-ю часть трудностей, которые были у старших братьев, он был бы получше. Так, Юлия Россия, а то мы все к Павлу на канал придем и в комменты напишем про рекламу. Бедный Павел, ему сейчас не отвертеться. Но уже Павла с нами нет, он ушел на дойку. Ну, парень молодец, тоже такое хозяйство сам занимается. И козы у него, и коровы, и куры, все есть. Малика, мы с вами никуда не денемся. Там, иншаллах, мы все подписчики, одна твоя семья. Спасибо, Малика, большое. Жанна, не наговаривайте на Ибрашку. Нет уж, на Ибрашку наговаривать нельзя. Не наговоришь, вернее. Бездельник. Не нужно ремня. Да, вот сейчас ремнем ему не поможешь. Все-таки, друзья, у кого дети, слишком баловать тоже нельзя, знаете это. Так, Лего Сити, да, он такой милый, половина подписчиков за меня, так что... Елена Ибрашка, ну-ка покажи нам свои глаза. Не может быть, что маму не слушает. И покажи свои глаза большущие. 18 ему, Фатима. Так, Лева, что там с моим заказом? Перец на зиму. Это я, Лемка, в данное время в Грозном. Добрый вечер, Лемка. Ой, перец. Надо будет его сделать, Малика. Он ваш оператор.
Он мне так редко меня снимает, так что вот давайте будем его ругать в эфире. Не любит он снимать, не любит он заниматься этим делом. И не надо мне глазки строить. Я тебя сейчас выдам всем своим зрителям, подписчикам. Здравствуйте, дорогая. Подписался к вам из США. Вот это ты что, перевел? Да. Вот ты какой умный. Спасибо, кто с Америки ко мне подписался. Не поверю, что вы баловали их. Но, Малика, ты знаешь, его как-то вот по ходу избаловали прям с рождения. Так, Мадина Единова, почему нечеткое видео? Ибрашка. А? Эфир или что? Ну да. Сейчас не спрячешь. Это ноутбук Йоханссон. Это графика у Мадины, наверное. Не знаю. Так, сколько ему было, когда отца не стало? Ему было 2,5 годика. Это ноутбук Йоханссон. Так, Лейла, если не получится, ничего страшного, может, нет времени у тебя. Я постараюсь, Ленка. Малика Ибрагим, это мама так шутит. Нет, я не шучу. В действительности нельзя слишком сильно баловать детей. Это вот на опыте моем и на Ибрашке. Нет, хорошо видно тебя. Мадина, значит, у тебя там что-то неполадки. Ибрашка, прочитай на английском. Так, умничка, Ибрагим. Перевел очень быстро, с английским все в порядке. Да, какой там в порядке. А какой там порядок, действительно? Ну, если честно, Ибрагим до 8 класса или до 9? До 9 класса, нет, до 9 класса практически учился на отлично, практически. Но потом потерялся. Повзрослел ребенок. Смешно, да? Так, хорошо видно. Всем хорошо видно. Значит, Мадина, у тебя что-то не то. Ибрашка, как хлеб со сметаной. Халид Бештеев уже ролик посмотрел. Это его любимое блюдо. И еще одно. Любит наш сыскал чурек. Тоже вот пришел, купил мне кукурузную муку. Стефания, я всего лишь подписчик из Америки, перевод с английского. Он говорит, типа, я просто не могу представить, как вы воспитывали детей в одиночку. Перевод, что ли? Да. Не знаю, как-то Аллах помог. Ну что, как перевод был меня? Ибрагим может, но не хочет. Да, может, но не хочет, это точно. Это в точку сказанное, Юлия. Ибрагим ничего не хочет делать. Сейчас стол сломаешь. Вы знаете, просто у меня же не совсем маленькие дети были, когда умер мой муж. Как-то мальчики, в принципе, старшие мальчики у меня и не видели детства, быстро повзрослели и стали мне большой опорой. Хотя, действительно, они были, конечно, для той работы, что они делали, что маленькие, но тем не менее, они слишком рано повзрослели. Не знаю, может быть, мне сейчас кажется, я слишком сильно их, конечно, и нагружала. Но что было, то было. Уже в 13 лет мой сын построил наш дом. Ему было только 13 лет. С помощью Всевышнего Аллаха вырастила замечательных детей. Да, Малика. Так, теперь... Юлия же переводила, да? Или нет, Стефания переводила? Еще раз придется перевести. А вон на английском что-то написано. Лейла Хучбарова, Сейдик Хейлха, Лейла, я тоже у вас многому учусь. Спасибо большое. Хахел Сейдик, тебе тоже добрый вечер. Лейла, тезка моя. Так, зато никакие трудности не страшны вашим детям.
Да, Малика, им Германия Лихбек пишет так. И Малика, видимо, им пришлось рано повзрослеть. Действительно, мои дети слишком рано повзрослели. Просто дело в том, что когда мы сюда переехали, вы, наверное, смотрели ролики, у нас была только маленькая времяночка, и мы старались быстрее построиться, быстрее что-то сделать, но очень много ставила жизнь нам под ножек, очень много нас испытывает, но ничего, алхамдулилlah, значит, нас Аллах любит и не забывает. Просто когда-то раньше я об этом не знала, теперь на все пересмотрела свое мнение и изменила многие ценности жизни, тоже у меня уже другие. Так, Халид Бештоев, очень хорошее имя, я рад за вас, от вас только теплота идет. Спасибо большое, Халид. Жанна Лисаева, у вас не было выхода? Да. Да, надо было поднимать семью, действительно, если надо было их воспитывать. Очень хотелось воспитать их нормальными, благородными, честными людьми. Надеюсь, у меня почти это получилось. Конечно, есть небольшие промашки. Германия лайфблог переводит за меня сразу. Да. Он говорит, как правительство не помогает, что ли. А как правительство не помогает, они написали на так. Очень так, это приводит моя сестра. Типа, я Юлия, понимаю, все что- была бы у Ибрагима желание, и толк был бы, пока он сам не захочет, толка не будет. Вот именно. Так. Он говорит, типа, я понимаю вас, но типа нету русской Русской клавиатуры. Ага, хорошо. Так, Халид тоже написал там на английском. Андрей Варгас, добрый вечер. Как правильно варить мясо с галушками? Есть ли какие-то секреты? Никаких секретов. Так, Лейла, вас смотрит 212 человек. Ура, поздравляю. Спасибо большое. Так, я только не прочитаю, кто мне пишет. Прочитай, пожалуйста. Я тоже не знаю. Это та, которую мы оба не смогли прочитать. Она же сказала Тхур, я опять забыла ее имя. Я сказал, что Так. русский язык. Да, все вместе у меня уже. Вот именно, Юлия, мы никак, не то что я, мы вся семья не можем заставить его, чтобы у него было хоть на что-то желание. Может быть, сейчас вот перед подписчиками моими как-то изменится, это я постоянно о тебе буду говорить. Так. Просто жалко, действительно, вот хоть и некрасиво говорить матери, но ребенок очень умный, причем умный практически с рождения, но он многое теряет, и не можем его переубедить. Жанна Лисаева, люди ценят вашу искренность. Так, Халид Бештоя, welcome. Читай дальше. Welcome я прочитала. Every time, что ли, да? Правильно я прочитала? Сейчас, не прочитал. Друзья, давайте пишите на русском. Халид, хотя бы ты пиши на русском. Так он ему пишет. Ему? Ну тогда извините. Он говорит, не за что, с вами обращайтесь, типа. Так, Молитка, расскажите, как там молодые, у вас же свадьба была недавно, сейчас. Вера, Лейла, она все равно, мне кажется, что Ибрашка хороший, что мне нравится, как вы обращаетесь друг с другом. Нет, так-то он неплохой мальчик. Просто мы Ибрашку все любим очень сильно. Так, если бы Ибрагим 18 лет, его не призывают в армию, пока еще не призывали. Ну, ему только исполнилось 18. У него не было отца, ему можно. Грейзи футбол. Фатима Шаклива, Ибрашка заразила меня. Чай пошла пить сметаной и хлебом. Так, молодец, Лила, заодно и английский повторим. Так, сейчас карантин, Ибрагим отдыхает, он творческий человек. Да, Ирке снится. И что теперь, тоже пойду на кухню, попью чайку. Стефания, браво, Лила, скоро заговорить на английском языке, вы правильно прочитали. Так, Жанна Рисаева, вы правильно делаете, что баловали Ибрашку. Елена Велина, у вас давно канал? 4 месяца, получается, да? 4 месяца. Просто, если честно, Ибрашку баловал даже уже с рождения его отец. Елена Велина, у Павла немного, что-то не дописала она, да? И так и пошло, что мы все его начали вот так вот. Во-первых. Во-вторых, дело в том, что
Я была сильно больна, когда когда носила ибрашку. И поэтому, ну вот он может даже помнить эту ласку от отца. И дело в том, что мы очень боялись, что с ребенком будет что-то, потому что я принимала много препаратов, что я практически все время лежала. И рождению здорового ребенка мы настолько были рады, что отмечали каждый месяц его рождения, читали маулид, это было что-то. Если даже он немножечко или упадет, или что-то сделает, опять читали маулид. Это было что-то, это вам не передать даже. Так, вырос достойным парнем, Ибрагим, мы с тобой. Нет, мне бы хотелось, чтобы Ибрагим в действительности стал бы, не знаю, выбрал бы себе нормальную профессию, стал бы нормальным человеком. Я стал ютубером. Но ютубер это другое. Ютуб может в любой момент закончиться, а тебе надо жить дальше. Всю жизнь тебя поддерживать мама тоже не сможет. Итак, у Павла, да, у него немного подписчиков, но у него же намного больше, чем у меня. И поэтому хотела, чтобы у него просмотров много, друзья. И как-то более по контенту у нас подходят наши каналы. У него еще времени. Но мы надеемся, что все-таки он исправится. Да, у него есть время, мы об этом ему только и говорим. И на примере, и так. Так что вот, наверное, всей нашей семьей ютубовской мы его поставим на правильный путь. Я на это очень надеюсь. Либо он еще молоденький, есть возможность выбрать правильный путь. Ну, я надеюсь, Ирина, действительно, я поэтому говорю, я очень надеюсь, что он все-таки найдет свой путь. Очень хочется, чтобы он это сделал. Догоним ли, Елена, догоним Лила, не переживай. Спасибо. Да, дело в том, что даже не догоним. Просто, если честно, уже я не думала, что как-то я что-то буду зарабатывать на ютубе, когда начинала это только вести. Просто мне хотелось с кем-то общаться, и смотря некоторые каналы, заинтересовалась и начала выпускать свои ролики. Снимала долго, удаляла, но теперь все-таки решила. Я сам лично знаю, каково жить без отца. Всегда кому в горле, как только вспоминаешь об этом, да. Поэтому мы и баловали его. Самое главное, что ему надо хорошую невесту найти. Ой, невесту найти у него не проблема. А кто такой Павел? Так, ну это блогер тоже. Ибрашка, найди его канал, пожалуйста, на своем телефоне. Павел Немоляев. Как? Павел Немоляев. Ну как его зовут? Я проверил. Проверил? Так, Вера, кто так? У нас 68 новых друзей. Алла Ковальчук, да? Да. Германия, Лифилов. Детям, которых все любят и сильно очень много удается в жизни. Они самодостаточны, уверены в себе. Мой девиз: пусть дети купаются в любви. Это лучшее, что есть в жизни. Ну да, детей, конечно, нужно любить, но мы его перелюбили, мне кажется. Дело в том, что не то, что перелюбили, просто он не был физически занят ничем. У нас только с галочкой есть. Кто есть? Кто такая Алла Ковальчук? Не знаю. А что? Ты спрашивала, где она живет в Кременчуге. Ну, прочитай, Кременчуге. И спрашивала, где я живу, в Кременчуге. Ага. О, вы тут. Это кто? Фрайтут, да? Фрайтут? В нашем канале Алла Ковальчук, у которой почти 700 тысяч подписчиков. Да, а кто она, интересно? А что она удалила? Не знаю. А что она раньше спрашивала? Я столько читаю, что я забываю. Она и вторую удалила. Тот, который английский пишет,
Написал, такой, ваш сын отлично справляется с работой, не стоит недооценивать YouTube. У меня все четко показывает, наверное, у тех, кто не четко видит, интернет плохой, значит. Так. В Израиле говорят, что нужно баловать детей, это придает уверенности. Ирки снится, это не может быть Алла или Эва. Алла Колыча, простите, наложился эфир. Что там? Что-то неполадка какая-то, что ли? Ага, потом объясню в личке. Ох, Ирина. Вера Павел, это блогер, который не хочет сделать рекламу для Лилы. Ага, так, Халид пишет, что Ибрагим, мы с тобой в обиду не дадим. Видимо, она неправильно вышла к нам на канал. Не знаю. То, что Аллу Ковальчук, я не помню, что она спрашивала. Если так, сколько может закрываться уже? У нас 6 дизлайков. Так, Германия, Лифенбург. У него вся жизнь впереди. А кто птицы выпускает по утрам? Кто им корм дает? А забыла, как он тебе помогал, когда гостья приехала. Малика, мы знаем, вам Ибрагим помогает. Так, ты видишь скопирование ее ник, это не сам человек, кто-то за нее пишет. Ага, поняла, Ирина. Я даже не знала, кто она, если честно. Нет, так-то Ибрагим помогает. Но, друзья, из-под палки, из-под палки. Мне бы хотелось, чтобы он инициативу сам проявлял. Так, дайте парню пожить немного без этой нервотрепки про профессию. Есть у него время. Кто дизлайки ставит? Ужас один. Да, ничего, пусть ставит. Стефания Стеша, Юля, после наших напористых комментариев он просто вынужден сделать рекламу. И не раз, и не два. Елена Селиверстива, да? Здравствуйте, привет вам из Санкт-Петербурга. Я новая подписчица. Очень приятно смотреть ваши видео. Спасибо большое, Елена. Здравствуйте, вам тоже. Так, мы знаем, вам Ибрагим помогает ходить по хозяйству. Так, Нуржайкоп, по-моему, да, Казахстан. Ну да, так-то он помогает, ничего. Просто, конечно, хотелось бы, чтобы он был немного более собран. Ну, это его возраст. А Лиле, я вижу, не нравится, что он поддерживает Ибрагима. Нет, почему мне не нравится? Мне нравится. Германия, Лифенбург, дизлайки не проблема. Да, не проблема, пусть ставит. Просто когда были первые дизлайки, мне было как-то не по себе, ну а потом я уже привыкла. О чем тема, Нурджекоп? Обо всем. Спрашивайте, о чем вам интересно, и о том у нас будет тема. Малика успеет проявить инициативу. Ну, надеюсь. Я с Ингушетии. Завидуют нам молча те, кто их ставит. Ну, значит, не нравится. Я же не могу нравиться всем. Вот видите, пока мы говорили, еще один дизлайк появился. Было 6, теперь 7. Так, ну, наверное, да, вот уже пора сворачиваться, да? Мы уже 2 часа в эфире. Друзья, мне было с вами очень интересно. Спасибо вам большое. Я не понимаю тех, кто ставит дизлайк. Люди в наше время завистливые. Я не знаю, почему так. А всегда были завистливые, Халид, всю жизнь. Я на себе это очень много даже испытывала. Не в Ютубе, а в жизни. Не знаю почему.
Зависть, конечно, очень плохое чувство. Так, ассаламу алейкум, Ингушетия. Фатима Шакриева, спокойной ночи. Фатима, спокойной ночи. Спасибо, что поддержали, что были со мной. Без лайков не знали бы прелесть лайков. Всем доброго, не болейте. Спасибо за эфир. Спасибо, Елена, что была со мной. Спасибо большое. Николаю привет. Так, Елена Селиверстива, да, или Селиверстова, Селиверстива. Расскажите о своих любимых блюдах. Так, Лила, я сама такая. Так, хорошо, всем хорошего вечера, спокойной ночи. Подписался, буду смотреть вас. Так, извините, что я не называю имя, не могу правильно прочитать. Я боюсь, неправильно прочту. Спасибо за подписку, я надеюсь, вы со мной останетесь. Жанна Исаева, Лейла, не обращайте внимания. Фатима Шакриева, у нас первый час. Ух ты, Фатима. Нам не мешают их дизлайки. Да, не мешают они в действительности. Так, Стефания Сиша, приятно было скоротать с вами вечер. Доброй ночи всем подписчикам. До встречи на эфире и в комментариях. Спасибо, Стефания, большое. Так, Малика, это каждый показывает свое нутро. Да, Вера, спокойной ночи вам. Вам тоже, друзья, всем спокойной ночи. Так, о своих любимых блюдах спросила, но не ответила. Очень люблю пельмени. Что я еще люблю, Ибрашка? Я не знаю. В принципе, я все люблю. Так, обязательно поеду в Ингушетию, Чечню. Супруга Остинка у меня Кавказ полюбил всей душой. Приезжайте, Андрей из Калуги. Приедете на Кавказ, заезжайте к нам, будем рады. Всем доброй ночи, до следующего эфира. Это Ибрашка, да? Будем закругляться. Ну, будем закругляться потихонечку. Потихонечку. Так, ой, я тоже люблю пельмени, Германия, Лифенбург. Да, причем я с детства их люблю. Майкл М. Счастья тебе, Лила. Спасибо большое, Майкл. Лила, мы вас любим и уважаем. Спасибо вам, друзья, большое. Я вас тоже хоть и не вижу, и не знаю, кто вы заочно. Всех люблю, кто у меня в подписках, кто действительно уважаю вас всех, потому что пишете очень приятные комментарии. Но я прощаюсь с людьми. Жена Азера, ассаламу алейкум, Лила, я ваша новая подписчица. Я Хадижа, худеем на своем канале, интервальное голодание и Рамадан. Очень хочу подружиться с вами и поддержать друг друга в блоге. Хорошо, подружимся. Тем более актуальная тема, я очень хочу похудеть. Набрала почти 6 килограмм веса за эти полгода. В таком весе не была никогда. Но не могу успокоить свой жор, если честно. Жор. Так, Халид Бештоев, дай Аллах, чтобы у вас было все нормально. Как-то я приду к вам в гости, иншаллах. Удачи вам, спокойной ночи. Будем очень тебе рады, Халид. Спокойной ночи. Ну, друзья, спокойной ночи вам всем. Большое спасибо за эфир. Надеюсь, к следующему эфиру у вас будут вопросы ко мне. Так, очень приятно было познакомиться с новыми подписчиками. Удачи вам всем. Малика, спасибо тебе. Спокойной ночи. Так, Ирки снится, Франция. Пока-пока, Ира. Германия, Лифель. Ой, Лила, не говори про вес. Больная тема, не говорите. Не знаю, почему я вот именно эти последние полгода поправилась. Просто я, если честно, с этим ютубом допоздна не ложусь спать, а в это время все равно нет-нет, хочется кушать и что-то перекусываю. Наргизат 95, Таксанбаева. Ассаламу алейкум, валейкум ассалам. К сожалению, Наргизат, вы поздно пришли на канал. Мы уже закрываемся. Мой вес, мое богатство, не говорите. Аллах диалресхул шуан, диалресхул. Так, Германия, Лиферблок. Имя, если бы сказали, мне было бы легче обращаться.
И, друзья, действительно, все мои новые подписчики, я надеюсь, вам у меня понравится Казахстан. Наргизат в Казахстане это уже намного позже, чем у нас. Прощание затянулось. Ну, как всегда, у меня затягивается. Так, на английском перевести некому нам, да? Есть, подожди. Я читаю. Господи. Это тоже большая проблема в США. Которая? Провес. Провес. Высокая Ой, форма. США, да, провес. Я частенько слушаю, что у них слишком много даже людей с избыточным весом. Из-за того, что фастфуд там очень дешевый. Так, Малика, когда будет новый эфир? Ой, точно не знаю, Малика. Я знаю, что хожу и сразу как-то придет в голову, говорю ему, поставь, пожалуйста, сегодня эфир. Меня зовут меня зовут Анжелика, и мне 52 года. Мы с тобой, да, мы, получается, ровесники, Анжелика. Очень приятно. Малика, это моя сестра. Очень приятно. И Малика, и Анжелика, спасибо вам большое за поддержку. Огромное спасибо. В США большая проблема с весом, все потому что карантин начался. Спокойной ночи, желаю вам всего самого наилучшего. Чечня, Дойчланд, да? Спокойной ночи. Спасибо вам всем, друзья. Спасибо огромное. И старым, и моим новым подписчикам. Я надеюсь, и старые со мной останутся, и новые останутся, и нам будет с вами очень интересно. Так, ну тут Ибрашка уже, видишь, пишут тебе уже, Юлия, Ибрагим, не мешай нам, а он тут все, давай закрывай. Так, Баркал за прекрасное видео праведных снов. Спасибо, Наргизат. Спасибо, что в столь позднее время зашли ко мне. Так, я новый. Спасибо новому. Всем спокойной ночи, Малика. Спасибо большое тебе, Малика, за поддержку огромное. Ты просто вела мой эфир сегодня. Спасибо тебе большое. Так, жена Азеравила, я не слушала, что вы мне ответили. Мне на выбор СМС пришла и пропустила. Я ответила, что хочу с вами тоже общаться, потому что у меня лишний вес. Так, Малика, не затягивайтесь эфиром. Так, не дождусь, когда приеду, чтобы в гости к вам. Приеду домой. Так, Анжелика, надеюсь, вы приедете и побываете у меня в гостях. И Малика, и Анжелика, и все друзья, которые хотят ко мне приехать. Ну ладно, Ибрашка тут уже извелся весь. Всем спокойной ночи, друзья. Праведных вам снов. И большое спасибо за ваши приятные слова, которые вы мне говорили и пишете. Спокойной ночи. Если кто-то хочет подключиться ко мне в личку, номер WhatsApp у меня есть на канале.